эфире новости IT. Здравствуйте. Начнем с того, что на неделе компания AMD провела свою вторую осеннюю презентацию, посвященную видеокартам семейства Radeon RX 6000. Во время нее стало ясно, почему NVIDIA сделала такой большой скачок по производительности в своих RTX 30-го поколения. Видимо, компания Huangga прознала о грядущем прорыве Лизы Су и решили выложить на стол все имеющиеся технологии, а не размазывать их по нескольким поколениям, как это было ранее. В целом, новые видеокарты Radeon от AMD сравнимы с представленной недавно линейкой NVIDIA по производительности, но их энергопотребление ниже. Графические процессоры создаются по 7-нанометровому техпроцессу. Комбинация новых технологий позволила увеличить частоты и производительность, при этом не увеличивая теплопакет. Всего до конца 2020 года выйдет 3 видеокарты. Это Radeon RX 6800, конкурент RTX 3070, Radeon RX 6800 XT, аналог 3080, и RX 6900 XT, схожая по характеристикам с RTX 3090. Во всех трех видеокартах используется память GDDR6. Американское аэрокосмическое агентство обнаружило молекулы воды в одном из кратеров в южном полушарии Луны. Ранее ученые полагали, что на освещенной поверхности спутника Земли воды быть не может, и, как оказалось, предположения были неверные. Об этом американское аэрокосмическое агентство сообщило на пресс-конференции в понедельник. Открытие НАСА указывает, что вода не только может находиться в виде льда в тех местах спутника Земли, куда никогда не попадает солнечный свет, а это около 40 тысяч квадратных километров, но и распределена по всей остальной лунной поверхности. Обсерватория нашла очень малое количество воды, отдельные молекулы на освещенной поверхности Луны. Если собрать их вместе, получится примерно 300 мл жидкости на кубический метр грунта. Это гораздо меньше, чем в самом засушливом месте на Земле. Пока что обсерватория нашла воду лишь в одном из кратеров в южном полушарии Луны. Теперь ученые собираются провести множество новых исследований, чтобы понять, насколько равномерно распределены эти молекулы по всей поверхности спутника и как их количество меняется в зависимости от освещенности Солнцем. Первое, что мы хотим узнать, насколько эта вода будет полезна в наших будущих миссиях по освоению Луны. И второе, на Земле мы находим жизнь везде, где есть вода, энергия и питательные вещества. Так что, когда мы ищем жизнь вне нашей планеты, главное, на что мы обращаем внимание, это наличие воды. И эти знания могут пригодиться исследователям в ближайшем будущем. НАСА рассчитывает в 2021 году отправить на Луну грузовые миссии, а уже в 2024 высадить на ее поверхность астронавтов. Финская телекоммуникационная компания Nokia совместно с НАСА займется созданием первой мобильной сети на Луне. По плану она должна будет заработать в конце 2022 года. Nokia смело идет туда, куда не ступала еще ни одна мобильная сеть. НАСА выбрала финскую телекоммуникационную фирму для создания первой системы связи на Луне. Это часть плана американского космического агентства по возвращению людей на спутник Земли к 2024 году. Здесь планируется начать строительство долгосрочных поселений в рамках программы Артемида. В компании Nokia заявили, что разработают систему беспроводной широкополосной связи, которая будет запущена на Луне в конце 2022 года, до прибытия первых астронавтов. Доставкой оборудования на спутник займется компания Intuitive Machines из Техаса. Оказавшись на поверхности Луны, сеть установится и настроится автоматически. Это позволит колонистам осуществлять навигацию, управлять луноходами и передавать видео высокого разрешения. Специалисты считают, что благодаря отсутствию воздуха получить хороший сигнал на Луне не составит труда. Хозяйка Tesla издевалась над угонщиками через приложение на смартфоне. Сначала женщина получила уведомление на телефон о том, что сработала сигнализация. Она увидела, что авто нет на месте, и открыла мобильное приложение. Брэд не растерялась и отправилась в погоню за злоумышленниками, по пути издеваясь над ними через приложение на смартфоне. Находчивая автоледи активировала на своей Tesla режим Wallet Mode. С его помощью девушка ограничила максимальную скорость машины до 112 км в час, включала и выключала в салоне свет, управляла электростеклоподъемниками и клаксоном. Угонщики не выдержали психологического насилия автоледи и сбежали, оставив машину на обочине. Один из злоумышленников даже выронил в Tesla свое водительское удостоверение, и теперь полиции не составит труда привлечь его к ответственности. Ученые из университета Бристоля привезли на Чернобыльскую АЭС робота-собаку от Boston Dynamics. Их задача – изучить, как аппарат будет функционировать в условиях повышенной радиации. Четырехногий робот-собака Spot, разработанный компанией Boston Dynamics, на минувшей неделе прибыл в Чернобыль.
Здесь он займется поиском возможных утечек радиации на атомной электростанции. Вместе с роботом в зону отчуждения приехала команда ученых из университета Бристоля. Их задача – выяснить, как СПОТ будет функционировать в условиях повышенного излучения. По словам специалистов, на аппарат можно будет установить счетчик Гейгера и другое оборудование. Это поможет проводить изучение уровня радиации, не подвергая опасности человека. На видеозаписи, опубликованной руководством электростанции, робот-собака бродит внутри массивного укрытия, возведенного над постепенно изнашивающимся бетонным саркофагом. Им накрыт разрушенный 4-й энергоблок атомного реактора, из которого до сих пор исходит радиационное излучение. По словам ученых, собрав данные о работе СПОТа на станции, они смогут усовершенствовать механизм и сделать его оптимальным для нужд атомной промышленности. Стартовал второй этап 4-го потока акселерационной программы B8. С каждой командой будут работать менторы и эксперты. Всего на первом этапе акселерации из 53 заявленных прошло 16 проектов. И теперь из них отобраны 6, которые прошли во второй этап акселерации и получили право на финансирование от Фонда развития инноваций Якутия. Вести о переносе Cyberpunk 2077 подтвердились. Новая дата 10 декабря, то есть на месяц позже от ранее заявленной. Как выяснилось, не все сотрудники CD Projekt Red были в курсе готовящейся задержки. Фанаты были в гневе, так как уже второй раз многие взяли отпуска на эти даты. Некоторые даже уточняли у разработчиков, точно ли ждать новинку в ноябре. На что те отвечали утвердительно. Как стало известно позднее, 90% сотрудников узнали о переносе лишь за один день до официального заявления. Руководство компании сослалось на то, что не могло раскрывать всех карт заранее, так как акции компании резко поползли бы вниз. По неофициальной информации, перенос случился, потому что игру не успели как следует отполировать на текущее поколение консолей. И на этом все. Повтор программы смотрите на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте yak24.ru. До встречи через неделю и всего доброго!